это новая красная зона, да? Это новая красная зона. Здесь было обычное отделение? Здесь было отделение гинекологии. Сейчас мы вынуждены открыть дополнительные койки для наших пациентов. Это инфекция. В республике теперь по пальцам можно пересчитать работающих по профилю гинекологов. Павлинская больница, как и многие другие, сейчас тоже в поиске тех не особо жизненно важных органов, о которых можно на время забыть, которыми можно на время пожертвовать. Отделение гинекологии от тела дало еще несколько коек, в которых они совсем не нуждались еще месяц назад. Вы месяц назад собирались закрывать одно из отделений госпиталя и возвращать, скажем, терапию плановым уже пациентам, да? Когда было меньше 10 человек, естественно, об этом мысли были. Да, было меньше 10 человек, вот, и, в общем-то, буквально за месяц госпиталь заполнился полностью, мы вынуждены расширяться. 47 пациентов в госпитале – это исторический максимум. 47 пациентов на 43 только, с трудом найденные койки. Значит, то ли еще будет. Значит, уже не хватает, и опять скоро будет нужно отрезать себе то ли руку, то ли ногу, то ли еще что поважнее того. По каким-то неведомым причинам ковидные волны омывают эти берега почти с двухмесячным опозданием от остального мира, и если врачам это давно известно, то людям нет. Люди, конечно, не готовы. А вы привиты? Нет. Почему? Извините за вопрос. Думал, пронесет. Черт тебя знает. Думали, что много разговоров, да? Боялись, да? 6 привитых пациентов за весь год. 6 из почти 500, прошедших через госпиталь за год. Разве не ясен прогноз? Даже тот, кто прозреет сейчас, уже опоздал. А большинство прозреет только здесь, когда уже можно будет выдохнуть, но не получится вдохнуть. Хочется жить, хочется дышать полной грудью, пока не получается. Бугульминский госпиталь всего в нескольких километрах. Но город больше, людей больше, они ближе друг к другу, и они ближе к потрясениям. Этот госпиталь сейчас, возможно, самая горячая точка на карте республики. Такого здесь еще не бывало. Вот еще один пациент, у вас +1. И я не представляю, куда, потому что, я, честно говоря, я впервые вижу просто по-моему, вот все, что мы здесь видим, это все не палата, мы в коридоре с вами находимся. Вот какая ситуация у вас. Напряженная обстановка, да. 90 коек и 120 человек. Это был двукратный рост, и класть людей некуда. Дошло до раскладушек в самом прямом смысле. Палата? Вот палата, но это Нет. тоже не палата. Это, оказывается, коридор, и здесь все забито. Мы ожидали много увидеть, но чтобы вот так. В Бугульме теперь даже 2 госпиталя. Здесь люди лежат в коридорах, потому что недавно закрытое и перепрофилированное в инфекционное отделение кардиологии в соседнем здании потонуло буквально в этой невиданной здесь новой волне. Еще 2 недели назад здесь было отделение кардиологии. Пришлось его перепрофилировать, инфекционное отделение. И это дало вам дополнительно сколько коек? 40 коек. И это тоже не спасло, конечно. Нет. Что такое эти 40 новых коек, если в день госпиталь принимает по 10-15 человек? В палаты превращены уже все служебные помещения для медперсонала. Коридоры еще свободны, но и это ненадолго, скорее всего.
Я так понимаю, что вот эти диванчики, они тоже не для красоты, они будут использованы по прямому назначению, как лежачее место, да? Конечно, если будет большое количество поступлений вновь и вновь. Здесь сложно уместиться, наверное, как-то что-то будете подкладывать, чтобы кого-то положить, да? Да, будем решать. Кислородные точки есть не в каждой, конечно, палате. Их никогда не требовалось в таком количестве в мирное время. Поэтому кто-то привязан к этим баллонам прямо в коридоре. Ситуация критическая. Если вдруг ему понадобится кислород, Переводим в реанимацию. а если там места нет, Справляемся. Пока справляемся. это уже попахивает таким итальянским сценарием. Угу. Есть такое. Есть такой, да. Мамочки, Есть тут и те, кто всего этого не видит и имеет немного шансов увидеть когда-то. Пациент 73-го года рождения поступил к нам 27 августа. Быстро прогрессирующее течение заболеваний. Поступил к нам с дыхательной недостаточностью первой степени. И за 2 дня вот такая прогрессия. Человек уже на неинвазивной вентиляции легких. Этот, казалось бы, здоровый мужчина, конечно, не привит, как и почти все остальные. В августе из 300 пациентов привитых было лишь 7 человек. Они дома. А кто-то заново учится просто стоять на ногах. Вот эта женщина после реанимации. Посмотрите, вот что такое 80% поражение легких. И, как следствие, жуткий удар по всем органам и тканям. Ну, ничего, учимся заново ходить, как говорится. Прям Дышать. Это вы сейчас в прямом смысле слова сказали? В прямом. Ноги ватные. Держат, как рыба без воды. Да, вы знаете, на грани жизни и смерти. Было вот такое состояние. Выживу, не выживу. Тяжело, очень тяжело пережить это. Действительно. Прям жить охота. Сейчас бы встала и побежала. Но, наверное, не получится пока. Пока хоть до туда дохожу, это для меня, знаете, какое дело. Там, Наверное, нам больше нечего сказать. И, наверное, ничего больше говорить и не нужно. Слова, как выяснилось, не имеют никакого значения. Мнение людей отсюда, и врачей, и выживших пациентов, не имеет никакого значения. Общество предпочитает отвернуться и не смотреть, будто это чья-то чужая война, не своя. Начало нового учебного года для взрослых, беспрецедентное. Но и оно нас, наверное, ничему не научит. Только попав сюда, вы узнаете, что волшебной таблетки по-прежнему нет, а есть терапия отчаяния. Иногда никто не поможет. Просто нечем. Если попал сюда, то уже мало что поможет, конечно. Надо надеяться только на себя, да? Честно говоря, да, в 3-ю волну так. Это тяжелые слова, но они очень дорогого стоят и обстоят. Что вам стоит это сказать? И вы так представляете себе, что еще, то ли еще будет? Да. Ой-ой-ой. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.